Нет, я так... Слышу, да. Да. Недавно стало известно, что правительство отозвало законопроект о переходном правосудии. Как вы думаете, почему, что это означает и чем это может быть чревато? Россия ставила такое условие. Это было прямое требование Российской Федерации. Об этом говорили российские спикеры. И это очень печально, что украинское правительство пошло на подобные уступки. Потому что в этом законопроекте было легализировано такое понятие, как коллаборация, было очерчено вопрос ответственности за преступления военные и против человечности, что люди, совершившие эти преступления, не могут попадать под амнистию. И вот сейчас этот закон почему-то снят. Это означает, на мой взгляд, что правительство Зеленского, что офис президента Зеленского готов идти на уступки Российской Федерации в качестве амнистии боевиков и многих-многих других вещей. Ну, сейчас как раз вот на фоне обострения ситуации вокруг Украины многие говорят о том, что на встрече 4 советников нормандского формата как раз наши партнеры западные, в том числе Германия и Франция, могли надавить Украину в вопросе имплементации Минских соглашений в той трактовке, которую пытается навязать Украине Россия. Вот есть ли такая вероятность и действительно ли, на ваш взгляд, вот все то обострение, которое мы сегодня видим, и нагнетение, это все для того, чтобы заставить Украину имплементировать Минские соглашения? Я не перекладывала бы ответственность на наших западных партнеров, потому что инициатором все-таки есть сам Владимир Зеленский. Именно он на нормандской встрече в Париже говорил о том, что назвал Владимира Путина человеком, который имеет влияние на ту сторону, это я цитирую, фактически президент Украины назвал так опосредованно Путина посредником, а не участником конфликта. Именно Владимир Зеленский еще в 2019 году говорил о том, что без вопросов будет законодательно закреплена формула Штайнмайера, которая предполагает особый статус оккупированной территории, то есть имеется в виду, что создание автономии. Именно Владимир Зеленский говорил перед этой встречей, буквально последние недели, о том, что он готов пойти на систему кластеров. Кластеры, я напомню, что это последовательное выполнение Украиной политических требований России. Хотя до этого, в том числе и Германия, одобренная формула звучала так, что сначала безопасность и только потом политика. То есть именно Владимир Зеленский отступил от этой формулы. То есть в данном случае все-таки я не уверена, кто является флагманом этого процесса, а кто соглашается. На мой взгляд, все-таки офис президента настолько зациклен на своей идее примирения, как они это называют, что они готовы идти на очень серьезные уступки. Ну а с чем это связано, как вы думаете? Это реальный элемент пятой колонны в офисе президента? Владимир Зеленский изначально избирался именно с этими лозунгами. Я напомню, что его фраза, она ведь была прямой абсолютно, договориться посередине. Опять-таки Дмитрий Разумков в период предвыборной кампании предлагал вынести вопросы языка, истории и территории за скобки для урегулирования процесса. Но если язык и история многие могут еще согласиться, то вопрос территорий, каких конкретно, Крыма, оккупированного Донбасса, то есть это же впрямую прозвучало. В данном случае это такая идея фикс, и тут президент в принципе последователен. Потом, опять-таки, именно Ермак ставил свою подпись под соглашениями, где подписались представители марионеточных российских режимов по Донбассу, когда речь шла о создании неких таких общественных, консультативных советов. То есть это политика президента. И все, что происходит эти годы, это попытка принудить украинское общество согласиться с видением Владимира Зеленского завершения войны, как он это называет. То есть, обратите внимание, он не борется за победу. Он борется за завершение войны. Ну, на мой взгляд, завершение войны без победы — это поражение.
Но не кажется ли вам, что все-таки с 2019 года риторика президента Украины очень сильно изменилась? Он с человека-пацифиста, который говорил о мире, да, о котором вы упомянули выше, превратился в человека, который теперь говорит о том, что единственным путем завершения войны в Украине является вступление Украины в Североатлантический альянс, что если бы украинцы и русские в ответ на статью Путина были единым народом, то украинский флаг висел бы и развивался бы в Москве, и требуют четкие требования относительно даты вступления Украины в Североатлантический альянс. И вот эти вот все последние тезы, они как-то кардинально уже отличаются от тех, которые он озвучивал до 2019 года. Да и по поводу формулы Штайнмайера говорят о том, что это же огромное поле для маневра, и Украина демократическое государство, и даже вынести, если формулу Штайнмайера в Верховную Раду Украины, то нардеп могут просто не проголосовать, и наше руководство может сказать нашим партнерам, что не проголосовали, у нас демократия. Я напомню вам, что на голосовании за постановление Верховной Рады, за обращение к нашим западным союзникам, благодарность за поставки оружия, вот буквально недавно проголосовало всего 200 депутатов от «Слуги народа». То есть в данном случае президент не отступает от своих принципов, потому что формула Штайнмайера, я вам напомню, она говорит о том, что Украина обязуется принять закон о статусе, об особом статусе вот этих территорий. Это новое в переговорном процессе, потому что до этого речь шла о том, что Украина обязуется после выборов на Донбассе, которые должны пройти за украинским законодательством и с присутствием украинских партий, обязуется имплементировать в свое законодательство закон о особом управлении этих территорий. Особый статус территории — местного самоуправления, да. Особый статус территории — это автономия, либо федеральный округ. А особенности управления — это некие полномочия, которые имеет местная власть, без изменения статуса региона. Поэтому именно Владимир Зеленский, когда продвигал формулу Штайнмайера, он, в общем-то, опосредованно согласился на изменение статуса части Донбасса. И, на мой взгляд, вот эта вся его патриотическая риторика, как вы сказали, но она все-таки сводится к претензии нашим западным партнерам: господин Байден, почему мы не в НАТО? Одновременно в одном из интервью западным СМИ, я, к сожалению, сейчас уже не помню, что это было за СМИ, но это было где-то примерно полгода назад, Владимир Зеленский сказал западному корреспонденту, американскому корреспонденту, о том, что, на его взгляд, Россия выполнила первый пункт Минских соглашений, то есть прекратила огонь. Это заявление президента Украины. У нас Путин прекратил огонь. То есть в данном случае мы говорим о том, что у него, в принципе, его патриотическая риторика больше сводится, и об этом сегодня уже открыто говорят «Слуги народа», они уже это произносят, о том, что, в принципе, это такая претензия Западу, что вот вы не берете нас в НАТО, вы не берете нас в ЕС, ну, значит, мы вернемся к позаблоковому статусу. На мой взгляд, это больше игра. Вот когда Владимир Зеленский начнет в таком же тоне, как с Байденом, разговаривать с Путиным, вот тогда я признаю, что да, его патриотизм существенно повысился. И, пани Лариса, сейчас все западные средства массовой информации, наши западные партнеры, руководители западных держав предупреждают Украину о возможном дальнейшем вторжении Российской Федерации в нашу страну, в особенности на фоне тех дипломатических баталий, которые мы сегодня видим между Россией, НАТО и Соединенными Штатами относительно вот того ультиматума, который выдвинул Кремль. Вот по вашим ощущениям, что будет дальше? Чего нам ждать? Если украинское общество сможет сплотиться вокруг идеи обороны,
то, в общем-то, нападение для Путина становится очень невыгодным. Во-первых, мы видим позицию Запада, она однозначна. Мы видим о том, что украинцы, которые готовы защищать свои регионы, свои города, могут создать существенное сопротивление россиянам. То есть России невыгодно идти по украинским трупам к победе. Это в первую очередь сыграет минус самому Владимиру Путину. Потому что обратите внимание, суть имперского мифа, которым постоянно оперирует российское руководство, о том, что раз мы один народ, два русский солдат, солдат-освободитель. И вот если российские граждане увидят, что это не солдат-освободитель, а солдат-оккупант, ситуация может существенно измениться, потому что этот миф о солдате-освободителе очень дорог российским гражданам. И об этом свидетельствует еще такой момент, что Путин, когда говорит о Крыме, он говорит о бескровной аннексии, о добровольном вступлении. Хотя там были погибшие. Это неправда про бескровное. А от Донбасса он пытается отмежеваться. Путин не может позволить себе запятнать свой этот образ освободителя русского народа от бандеровцев, запятнать его кровью русского же народа, потому что придется идти по трупам всех тех же самых женщин и детей, которые готовы защищать свои города. Это непросто для них. Поэтому готовность защищаться — это гарантия того, что Россия посчитает цену слишком большой.